Мгм. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня нашим гостем, нашим первым приглашенным гостем на нашем YouTube-канале Free Yakutia Foundation стала Сулустана Мейран, известный общественный деятель, бывший депутат Илтумена Якутии. Вот. Вопросы, которые бы мы хотели обсудить, они касаются современной политической обстановки в Якутии. Вот. Ну и, скорее всего, мы еще коснемся вопросов так называемой спецоперации, да, войны в Украине. Султана, очень приятно познакомиться с вами. Да, Султан, скажите, пожалуйста, как вы видите сегодняшнюю ситуацию политическую в Якутии? Вот с чем вы согласны, с чем не согласны? И куда все движется вообще в целом? Вы знаете, Якутию Саха-Сирия нельзя отделять, и вообще невозможно отделять от России в смысле того, что по политической ситуации, по политическому обстоятельству, да. То, что в России происходит, это все у нас ровным счетом происходит так же. Поэтому я бы не сказала, что у нас тут какие-то очень какие-то свои особенности. Ну, сейчас в данное время идут выборы в Улусах, очень жаркие. Ну, вот лесные пожары тоже в этом году у нас были, наводнения. Ну, если там рассказать очень много. Да, поконкретнее, поточнее. Резюмировать просто-напросто. Россия, то, что происходит в России, это все происходит в Якутии. Да. Султана, вот я читал ваши интервью, да, и смотрел вашу активность политическую, в том числе по поводу поправок, деятельности поправок Конституции. Вот скажите, у вас было очень много несогласий, да, в отношении того, что делается с Конституцией Российской Федерации. Вот как сейчас обстоят дела, что у вас осталось вот в плане несогласия, да, и, может быть, что-то решено в этом вопросе? В смысле поправок в Конституции у меня очень резкие взгляды. Какие они так и не поменялись. Я считаю, что это даже не последствия поправок в Конституции, да? Это была подготовка вот всей нашей системы, чтобы прийти к этой ситуации. Для этого и направлены были вот эти поправки. Поэтому, как и следовало ожидать, все, что убрали с Конституции, убрали это наша возможность гражданского общества и общества в целом участвовать в международной жизни, убрали свободу и равенство граждан, убрали возможность экономического развития. Это все было в поправках, это все было введено в поправки, чтобы власть, все ветви власти были разделены в какой-то мере, все-таки Конституция работала, ветви власти были разделены. Сейчас у нас практически все это упирается в одно место, в одну руки входит. И поэтому, как я ранее говорила, тоталитаризм в ярчайшем виде уже
вошло в нашу жизнь. Мгм. То есть можно сказать, что президент России на данный момент сейчас полностью захватил все три ветви власти, и ему подчиняются все ветви власти, Да, практически непосредственно. да, я ранее об этом Мгм. говорила. Я Мгм. говорила, что так и будет, и вот так и произошло. К Мгм. сожалению, очень большому сожалению. И причиной этого я считаю, что значит, у нас гражданское общество не успело, становление гражданского общества так, как такового за 20 лет не произошло. И в Мгм. результате мы пришли вот к этой сегодняшней ситуации. Мгм. Я думаю, что просто не успели сформировать наши... У нас демократические институты, они были очень молодые, очень рыхлые, и мы ничего не успели сделать. И тут... А вот почему так произошло? Это вот как вы сами себе объясняете, с чем это связано? Это связано с менталитетом народа или то, что власть оказалась слишком сильной и преступной? Вот как вообще можно объяснить, что нам не удалось построить демократию, вот как в Якутии, так в России, вообще в нашем государстве? Ну, для меня лично, как для человека, очевидно, что власть перешла в руки организованной преступности. Я про это буду говорить, я про это говорила, и поэтому тут скрывать нечего. Мы все знаем про это, но большинство молчит. Да, у меня тоже такое мнение, что это фактически организованная преступная группировка, мафия, по сути, которая захватила власть и пустила корни практически. Этой власти вообще это как паук, разраставшийся вот эти последние где-то с 12-го года, наверное, да? Это все пошло, и сейчас я не представляю, каким образом все это придет в норму. Потому что все-таки это не зависит не только от одного человека, да? Когда имела вся система, когда основные наши структуры, жизненные структуры, экономические структуры всей власти, они уже поражены полностью. Поэтому сейчас ситуация очень тяжелая. И вот как вы думаете, это специальная военная операция, которая сейчас происходит, трагедия, да, общемировая вообще для всех, это же, получается, прямое следствие вот этого захвата власти, вот этой диктатуры. И что получается у нас как? Вообще есть какой-то выход? У вас есть какие-то, я не знаю, позитивные варианты развития событий? Вот как вы видите будущее России, Якутии? Не знаю, может быть, в позитивном, допустим, ключе. Что можно сделать? Я сама человек по натуре оптимистичного склада. Вот сейчас, в ближайшие 3-5 лет, я не вижу какого-то просвета, честно говоря. Все выглядит очень пессимистично. А как вы отреагировали вот лично на, вот когда наступило 24 февраля? Вот когда вы узнали, что вы испытывали, как это на вас отразилось? Так, смотрите, я являюсь защитником наравне с адвокатами Габышева Александра Петровича, Шамана, который пошел в Москву, да? И 24 числа мы как раз выехали в Новосибирск на его суд, вылетели. И утром, когда в Новосибирск приехали, нас там встретили защитник Габышева, и по дороге мы узнали, конечно, по телефону все-таки новости по дороге читали, но
прямо там такая спешка была, что как-то это прошло как-то через сознание, да, как-то так туманно восприняла все это. И вот когда сели в машину и поехали, и когда там разговорились по этой части, что-то уже стало понятно. Честно говоря, конечно, пришли в ужас. Я пришла лично в ужас. Это была очень большая, несмотря на то, что все шло к этому, какая-то вот такая ситуация, что такое было, это витало в воздухе, но тем не менее до конца не верила, что такое произойдет. Так, звук у нас куда исчез. Звук. Ага, так. Сейчас слышно? Да, слышно. Слушай. Ага, и не подскажете сейчас с Габышевым, какая его судьба, что с ним сейчас происходит? С Габышевым сейчас не очень хорошо, потому что когда его водворили в Новосибирское спецклинику, эта клиника, на самом деле, это клиника тюрьма, это очень ужасное место, мы смотрели, туда заходили, видели, как там все это устроено. Но, тем не менее, вот эта спецклиника его через 4 месяца по своей инициативе выпустила. Вот согласился с этим. Характеристика была очень хорошая, несмотря на то, что, оказывается, вот в эту клинику, кто попадает, самое меньшее через 1,5 года может выйти. А они Габышева выпустили через 4 месяца, объясняя это тем, что безопасный человек, адекват. Когда вот там общались с персоналом, они удивлялись, как такого человека могли вообще сюда отправить, за что. Потому что это не наш контингент, это не наш пациент. Это абсолютно адекватный, очень умный, добрый, говорят, очень грамотный человек. Они очень удивлялись. И его, значит, отправили в Уссурийск. Там тоже через 4 месяца, также по инициативе персонала тоже состоялся суд. Но за день до суда, по-моему, за неделю до суда, вдруг поменяли, главный врач ушел в отпуск, его замещавший, его заместитель, вдруг, значит, на Габышева характеристику поменял, резко за неделю человек стал невменяем. Насколько мы поняли, это произошло из-за вмешательства, сами понимаете, каких органов. И в результате человека не выпустили. Сейчас только через полгода, наверное, это уже будет рассматриваться вопрос. Оказалось, что несмотря на то, что, например, как структура, предыдущая клиника новосибирская, она была строже, да? Но вот сейчас для него, для Александра Прокопьевича, в Уссурийске, говорят, уже какие-то вот эти ввели тоже какие-то более такие трудные условия созданы. Поэтому тут тоже, конечно, определенные сложности. Но, тем не менее, мы все время работаем, пишем, требуем, обращаемся вновь и вновь в суды, поэтому борьба все время идет. За это вам огромное спасибо, Сулустан, потому что... Можно я задам свой вопрос? Да, извини меня, Юра, что я тебя перебиваю вот по поводу Габышева. Получается, что вот традиции Советского Союза, да, в том числе вот в нашем случае, в случае с Габышевым, это такая карательная психиатрия,
она сейчас вот проявляется, и, скорее всего, не он один, скорее всего, других людей, которые были также отправлены в психиатрические клиники в других регионах, мы, скорее всего, о них просто не знаем, да? Получается, что вот любой человек, который не согласен с политикой, да, нашей власти, может быть таким же образом отправлен или в психиатрическую клинику, или вот в тюрьму, да? Так же получается? Да. Это получается, что каждый находится, вот это вот бесправие, которое у нас происходит, да, в стране, оно может быть направлено вообще на каждого, да? Такая кара. А понимают ли люди я не знаю, в России, в Якутии, да, сейчас мы говорим о Якутии, об этом? Вот вообще это понимают они или нет? Или им все равно, они безразличны к этому? Ну, ребята, вы же сами из Якутии. Народ у нас политизированный, народ у нас очень грамотный, образованный, да? Вы с этим, наверное, согласитесь. Поэтому все понимают. Все понимают, но сами понимаете, когда такая давка, такая со всех сторон идет, конечно, люди, понимая это, ничего понимать не могут. Остается только молчать, разговаривать об этом может в кухне, даже в рабочих коллективах, даже в каких-то вот сообществах. Сейчас люди пытаются все-таки на эту тему сильно не распространяться. Султана, вот смотрите, я вообще вижу вот этот инцидент с Габышевым, да, его, как бы сказать, то, как обошлось с ним российское государство, как такую метафору, то, как оно обращается с малыми народами. Да? Потому что, по сути, Габышев, он абсолютно безобидный, он, в принципе, не представляет никакой опасности, но его все равно прессируют. Да? Так же, как и наши малые народы в России, они находятся в таком бесправном состоянии. Да? И вот, как вы думаете, вот нам по пути с Россией вообще, национальным республикам, есть ли возможность сепарации какой-то, или такой возможности нету, и нам просто нужно как-то смириться и попробовать научиться существовать в условиях диктатуры сильного российского государства? Ну вот смотрите, да, в отношении Габышева я бы с вами согласилась насчет этого, потому что мы все все-таки наблюдаем, что такое отношение происходит не только с Габышевым. Сейчас кто более или менее активен, люди с гражданской позицией, со своим мнением, они все страдают. Вы сами же сказали, что мы не знаем, сколько людей да, карательная медицина это. Через карательную медицину прищуричивает, да. И поэтому я бы не сказала, что это только в отношении, не из-за того, что малая народность. Я не считаю, что мы, Саха, мы не считаем себя малой народностью, потому что мы полноценный субъект, республика, со своим парламентом, со своим правительством, со своей территорией, которые наравне с другими субъектами существует федерация. Поэтому вся боль России, это все отдается и в нашей республике. Поэтому я и с самого начала говорила, что все, что происходит в России, все это происходит в нашей республике. Просто из-за того, что у нас проживает очень мало народу, все, что мы все друг друга знаем практически, да? И когда здесь что-то такое происходит, сразу все это выливается наружу. Например, Россия большая, там если какого-то активиста вот так, с каким-нибудь активистом или с каким-нибудь человеком вот так поступит, как с Александром,
мы можем это не заметить. А у нас мало народу проживает, поэтому каждый человек на счету. Поэтому то, что вот с Александром произошло, для нас так громко произошло, да? И реакция якутян, я считаю, что в этой части была соответствующая. У него здесь много защитников. Я человек, который внутри там все это наблюдаю, изнутри. Все смотрю, полностью это самое включилось. Чувствую, что происходит. Очень разговариваю с людьми, с народом нашим. И я вижу, что сочувствующих, желающих помочь, поддерживающих у нас очень много. И насчет... Смотрите, каждый солдат хочет стать генералом же, да? Так что вот каждый субъект, каждый какой-то вот организованный коллектив, как бы, да, хочет все-таки превратиться во что-то большее. Поэтому я считаю, что это в порядке вещей, когда наша республика, просто субъекта федерации, хотел бы стать полноценным государством. Ну, это впереди. Я думаю, что со временем пройдут еще немало времени, и мы к этому когда-нибудь придем. У нас, наверное, уже то время не будет. Но, тем не менее, я считаю, что каждый здравомыслящий человек, грамотный, образованный человек, наверное, мечтает, чтобы у него его, как вам объяснить, ну, чтобы его, ну, в нашем случае, наша республика, например, да, стала государством. И в этом я не вижу ничего такого предосудительного. Я не считаю, что за это кого-то надо, за такие мысли надо казнить, как говорится, да? Это нормально. Все развивается. Поэтому я считаю, что развитие должно идти, все вырастает. Поэтому такие наши, как субъекты, как наши другие субъекты, наверное, также мечтают. Ну, хорошо, а давайте пофантазируем. Ну, это просто в рамках фантазии, воображения. Вот Якутия, она отделилась, она одна, самостоятельная, ну вот по каким-то там причинам, да? А как вы думаете, это возможно нам самим построить свое собственное государство, которое будет на международной арене самостоятельное, независимое, сможет отстаивать свои интересы, общаться с другими государствами? Это вообще в принципе возможно? Или же мы все-таки действительно пока еще слишком молоды, чтобы удерживать государство в своих руках, и нам обязательно нужен агент в виде Кремля? Ну, смотрите, мы все-таки народ такой консервативного государственного ума народ, да? Я считаю, что у нас есть внутри генетическая память государственности. В какие-то века, наверное, очень глубокие века, я считаю, что у нас была государственность, у нас это все время, все время вылазит. Поэтому я считаю, что вдруг каким-то волшебным образом у нас все-таки что-то такое подобное случилось. Мы нормально развивались, нормально существовали. Независимо от того, потому что у нас все-таки есть такая генетическая составляющая. Вера в наш народ существует, да, это очень важно. Мне очень понравилось ваше выражение, когда вы протестовали против вот этих поправок в Конституцию, что
якутский народ, его культура и язык, они тоже градообразующие, по идее, да, то есть это не только русский, да, не только русский народ, не только русская культура градообразующая, но и якутские, потому что мы не должны быть в позиции младшего брата, мы же равноправно должны существовать в государстве, правильно? А нас как бы притесняют и говорят, что мы как младший брат, это, мне кажется, это унизительно. А вот как вы думаете, вот Путин, ну, по сути, да, когда он пошел с этой СВО в Украину, он пошел строить туда свой русский мир, да. Мы, по идее, к этому русскому миру не имеем отношения. И вообще, это мое личное мнение, якуты – это довольно дружелюбный народ, который вообще, в принципе, ему чуждо понятие войны, насилия, убийств. Потому что у нас такая история, что, ну, мы, как бы сказать, не очень любим там кого-то завоевывать, убивать и тому подобное, да? И более того, мы живем с огромным количеством народов, да, населяют нашу территорию нашей республики, долго лет в мире и согласии. Да. Поэтому мы совершенно не воинственный народ. Да, именно. Если бы мы были воинственными, мы бы там всех уже давно перебили, захватили, ассимилировали. И выгнали. Да. И вот такой вопрос. Как вы думаете, вот Кремль, да, и Путин, они вот как-то заморали нас? Потому что мы же часть России сейчас. Они заморали вот нашу репутацию. Может быть, они как-то вот нас, ну, пометили вот этой кровью. Вам не кажется такое ощущение, что вот мы оказались обмараны вместе с ними вот этой кровью невинных украинских жителей? Я не могу все-таки отдельно от России нашу республику как-то разграничить, потому что замараны все российские народы. Не только Саха, а весь российский народ. И русские, и все остальные народы, населяющие наше государство. Да? И поэтому я бы не сказала, что... Ну, тут смотрите, да. Дело даже не в том, что... И, честно говоря, для меня лично это не спецоперация, это для меня лично это война. Это война не только между славянскими народами, а именно война Украины, где не только украинцы, там тоже много народов, особенно очень много русских, да, происходит. По сути, наверное, ближе эта война, скорее всего, даже гражданская, наверное, потому что это родные народы, усобица родных народов по крови, по общей истории, по судьбе. Это очень страшная вещь. И смотрите, да, вот у нас гражданская война же, да, была же в 20-х годах, после революции, да, когда началась. И вот, несмотря на то, что там практически век прошел, вот эти раны до сих пор сочатся же, да? До сих пор у нас, до сих пор считают, что абсолютно молодые люди обвиняют на кого-то там красными обзывают, кого-то белыми. Вот это остается очень глубокий шрам, очень глубокий след. И вот эта война между Украиной и Россией оставит ужасные последствия. Это, наверное,
не уберется там одним росчерком пера, когда каким-то образом все-таки придут к какому-то концу, да, этих действий. Поэтому разграничивать, градацию какую-то провести между российским народом и народом Саха я в этой ситуации не могу. У нас, как бы вам сказать, это полноценная, все-таки мы республика полноценная. Поэтому мы должны участвовать во всем, что происходит в стране. У нас молодые люди служат в армии, у нас все, что происходит в России, там все, то, что происходит в России, все, что это у нас происходит, это полностью взаимосвязано. Поэтому я не думаю, что там особо не только мы из-за того, что мы субъект страдаем. Это страдание всей России. С ужасом наблюдаю, как с других субъектов, с Бурятии, там, с других субъектов тоже очень много ребят прошло, и очень много ребят полегло. С нашей стороны, там, хотя они тут озвучивали какие-то десятки там цифр, я не думаю, что сейчас, наверное, очень много тоже ребят наших полегло, убито.